Ох, не испытывай судьбу. Там все открыто, видно же. Так, река, бля, зигзагами ходит. О, блин. Можно было там напрямик срезать. Так, тут что? На омут должен даже быть. Вроде помнится осенью. Кряквы там еще сидели. Не по пути нам. Пойдем туда. Ух, тут наледи сколько. Так, ребят, нормально, я начал согреваться, блин. Очень тепло уже стало. Но руки только мерзнут. Сам уже все, даже вспотел. Фух. Такое подходящее место никак не могу найти. Где бы посидеть у костра. Фу. Тут тоже такое место. Вроде помнится, тут ловил хариуса. Фу. Не знаю, пробовать, не пробовать. Вроде тут небольшая курья. Тоже когда видишь вот эти такие места, блин, промоины всякие. А где тулан у меня? Ага, вон он идет потихоньку. Фу. Тут вроде ничего так. Такой плес. Уф, жарко стало. Здесь, наверное, тоже попробую порыбачить. Фух, спотел, бля. Так, тут сушина. Короче, наверное, здесь я организую я костер. Привал, так скажем. Да. Самое это и береста рядом. Все, отдыхаем, короче, ребят.
Вот тут. Вот тут где-то и... Да, здесь и отдохнем. Возможно, там еще буду рыбачить. Я тут пониже пробовал 2 лунки. Сверлил там. Но поклевок не было. Ну, Вон.
Тулан. Пошли мы нам. Пошли. Пробовал этим штативом, ребят, снимать, но сразу говорю, не получилось. Это из удочки, по советам подписчиков, что-то делал, но, короче, подвел меня этот штатив. Ладно, сейчас я пойду добывать воду. Пошли, мама. Тоже открыто, кругом открыто. Какая-то Оспачтулан. Ну вот, легко и просто. Попробовал. Не пахнет ничем. Хорошая вода. Берег хороший попалась, блин. Не такой крутой. Ну вот, потихоньку разгорается костер. Варю необычную уху. Это получается, кроме рыбы и воды там ничего нету. Ну, добавляю еще соль. Ну, такая уха по-нашему, по-коми-зырянски, это называется юква. Вот. Многие вот из блогеров, которые снимают
это слово вообще не произносят. Юшка я слышал или что-то там, какое-то вот это русское слово. А по-нашему, вот, чисто коми, это вот это все называется юква. Вот. Все, соль вполне достаточно. Я хотел еще добавить, а уже соли не надо. Все. И знаете, вот такой бульончик будет. Это будет и буду я рыбу есть, и еще бульон я буду пить вместо чая. Вот такое вот интересное блюдо. 2 в 1. Очень вкусно. Соль не надо больше добавлять. О, как закипело. Вот этот шлак, это кровь у рыбы. Опа. Чуть самое вкусное не убежало. Хорошие дрова попались. Сушина. Обалдеть, как вкусно. Действительно, настоящая уха. Немножко тоже накормлю. Ну, у меня уже там уже рыба, будем считать, готова. Знаете, я еще взял лапшу быстрого приготовления, и сейчас я разбавлю этой водой, что там в ухе. Просто хочется, честное слово, уже покушать без приправ, без ничего. Просто вот лапшу туда бахну и все. Вот. Супчик. Двойной суп пускай будет. Это все хлам убираем. Это сюда. Это туда. Хлам и сюда. Чай. Так. О. Необычный обед сегодня у меня. Вон матку лезьте. Давай. Баш. Ну вот, ребят. Фу, сейчас буду отдыхать. Просто тупо буду отдыхать. Наслаждаться. Опа. Наслаждаться природой буду. Да, думаю, да, все уже там, в принципе, тоже разварилось уже все. Все разварилось. Вот это действительно ништяк.
Пипец. Это вкусно. Когда ничего не добавляешь, вообще огонь получается. Чувствуешь настоящий вкус рыбы. Давно уже хотел так сварить, посидеть у костра. Наконец-то я это сделал. Вот это балдеж. Я это съем, я буду сыт. Наберусь силы. Дальше будем рыбачить. Немножко порыбачу. Ну просто тут уже такие места, что толком не знаю, где остановиться, где яма. Верховье там все отмечено у меня. Я все точки знаю, а тут нет. Обалдеть. И это тоже, между прочим, такой интересный вкус. Вкусно, ребят. Очень вкусно. Новые зрители, конечно, будут удивляться там, когда увидят эту лапшу, но привыкайте. В моих фильмах частенько вы будете это видеть. Кости соберу, Тулануче отдам. Ой, бля, ледяная уже. Как быстро остыла. Вот это да. Блин, остывает. Очень быстро остывает. Сейчас я эту рыбу подниму и сперва лапшу доем. В тепле пока будет. О. Ну что сказать, ребят. У костра хорошо. Тепло. Смотришь, уже день заканчивается, смотри. Время быстро идет. Хорошо, что я заварил эту лапшу. Пару часов я не буду думать о еде. Очень вкусно. Эти тарелки я
рыболов сервисе брал. Там много чего из этих тарелок. Там они легкие вообще. Легкая нержавейка. Раньше в Хозмире я видел, но таких нету. Вообще нормально я поел. Еще рыбу съем. Буду я доволен. Этим походом я буду доволен. Потому что все, что я запланировал, я сделал. Хотел поймать пару рыб, я поймал. Хотел посидеть у костра. В данный момент сижу. Ем этот хариус. Вообще здорово. Тулан. Он просит прям, иди, говорит, ко мне. Он смотрит и лает на меня. Лох мунам, лох. Там, наверное, все так и выдра ходит. Ладно, собираемся. Сейчас еще здесь просверлю несколько лунок, попробую. Лох! Kodas nuutaan tetse. Чем героя се kodas utaan. Пойдем лыжи, сейчас пойдем дальше. Тут проверил, там удочка стоит, короче. Подходов не было. Решил дальше идти. В сторону бурана будем потихоньку шагать. Там вообще еще тоже наледи. Непонятно что. Вроде как тоже открыто. Вот такие дела. Удобнее, конечно, проверять подводной камерой. Клюет, не клюет, все равно, если увидел, там можно пробовать рыбачить. И, блин, опасный такой берег. Не подумайте, что много снега. Под снегом всякое разное может быть. Там, смотрите, как течением бьет сюда. О, пойду напрямик вот так. Все равно речка так пойдет. Вот такие дела. Уф. Я так наелся сейчас. Так мне хорошо. Не мерзну ничего. Живот полный. Прям балдеж. Идти хорошо. Так. Да, он
Вон там, наверное, пустырь. Туда и пойду. О, блядь. Ребят, что-то мне не хватает. Не хватает это топора. Ё-моё, я топор забыл. Придется возвращаться. Пипец. Ай, блядь. Надо же так. Как будто вот в руках что-то не хватает. Это возле костра у меня осталось. Возле костра. А, вон. На льду. Вот такие топоры сейчас не делают. Вы знаете, какого года даже? 81 год. 1981. Вот такие топоры сейчас хрен где найдешь. Какие-то импортные, может, и хорошие, но наши отечественные какие-то не очень. Вот, берегу, бля, как синица окона. Уф, спотел. Я моя. Давай, ладно. Газку. Ну вот. Так. Блин. Вовремя вспомнил. Пошел бы до бурана. А так. Ладно, идем дальше. Сейчас радиатор закипит у меня. Ой. Фу. Фу. Короче, тело к ночи. Очень далеко надо идти. Тут поблизости негде рыбачить. Таких ям больших нету. Везде все открыто. Где-то метров 700 еще надо мне идти. И там будет 2 ямы большие. Фух, даже 3. Вот там я проверю еще. Если успею, если не стемнеет. И все. Фу-ху-ху, надо отдохнуть. Фух. Подостыть надо. Нашел яму, ребят. Недалеко прошел. Вон за поворотом там я выходил к речке. Надо попробовать. Вроде яма хорошая. Тут тоже выдры вон ходили. С одной стороны выдра хорошо, знак дает, что рыба тут есть. И тоже гоняет, блин, всю рыбу. Плюсы и минусы в нем есть, конечно. Смотри, собака провалилась, блин. Там открыто. Ходил и провалился, блин. Я говорю, нету тут льда вообще. Тут, ребят, рыбы нету. Мотаем удочкой и газку отсюда. Когда рыба есть, он сразу в кадр попадает. Сразу. А тут какая-то муть. Глубоко там. Опять туда пошел. Туда, локтатче. Там, блядь, течением унесет. Ничего я не смогу сделать. Лок. Там булькает вода. Вот интересно ему. Проверил второй омут. Здесь вообще мелко оказалось. Бур у меня застрял, кое-как вытащил. Вот. Ну и там еще.
Здесь, наверное, уже лыжня будет. Здесь лыжня. Я уверен, что тут, в этом омуте, вот за этим леском, там последний омут на сегодня я еще проверю. Здесь только пробежался, видеокамера, никого, ничего нету. Вот. Там также проверю. Если нет, так будем возвращаться. Че потом? Так, ребят, я прошелся видеокамерой. Тут до черта коряг вот такие бревна лежат подо льдом. Так, в первой лунке что-то проплыла вот так, как змея. Но сантиметров 30, наверное, на скидку так 30. Такой, как минога. С палец толщиной. Не знаю, что за зверюга там проплыла, но похоже на миногу. Ну, не угри, угри вот большие. Ну, примерно вот такой длины. Здесь одна рыба тоже видел одну рыбу, там ничего не видел. Короче, вот эту лунку я сейчас закину удочку и дальше еще буду сверлить. Пробурю несколько лунок, ну и посижу вот тут. Может быть, если одну увидели, возможно, там еще есть. Ребят, поклевка мелкая. Ху-ху-ху-ху. Ой, беда. И там у меня еще удочка стоит. Еще мелочь оказалась. Не мелочь, там и крупная. Но на камеру такого особо крупных я не видел. Тут 2 штуки было, и там еще одна проплыла. Всю яму там пробурил, там везде смотрел. Есть. Тоже мелкий. Уйди туда. Блин, запутаешь. Вон татыщ. Это уже покрупнее. Первый вообще малек был. Пусть растут. Осенью придем, они уже покрупнее станут. Решил я собраться, все. Сматываем удочки. Тут больше делать нечего. Не клюет. 2 рыбы попадалось, но они мелкие. Но они и были, когда я их видел. Подводную камеру. Все, больше подходов ничего нет. Ну и уже вечереет. Блин. Я думал, сегодня потеплеет, смотри. До сих пор. Вот и ночью опять, наверное, заморозки сильные будут. Вот это да. Ладно. На угощение поймали, хватит. Сегодня рыбачил на белую мормышку. Надеюсь, видно. Не знаю, камера как. Вот на белую мормышку. Ну и сейчас еще 2 на эту мормышку поймал, на желтую. Так что цвет особо роли не играет. На то и то берет. Если есть. Ну, все ямы разные. Все ямы разные. На все ямы рыба не остается. Будем знать. Будем знать, будем искать, будем дальше рыбачить зимой. Больше узнавать эту реку зимой. Осенью-то я знаю все про эту речку. А вот зимой еще 1 год когда-то было. Вот именно в этом пятачке тоже 1 штуку я ловил. Все. Больше ничего не попадалось. Как-то так. Ладно, я подостывать начал. Блин, сперва спотел, сейчас остываю. Будем собираться. Так.
Здесь налеги меньше. Все замерзло. Обледенело все. Вот так. Да, это ладно. Сейчас пойдем. Сперва пойдем, потом поедем. Лыжня старая. Кое-как видна. Давно уже ходили тут охотники. Там не помню сколько километров, но пару километров еще остается. Там изба будет из нетканки. Тоже в старых фильмах моих как-то снимал, показывал. Есть, да, показывал уже. Там изба из нетканки. Каркасная изба. Проходная, наверное, как-то. Такого серьезного промысла сейчас там нету. Пару ночей, наверное, ночуют еще. Вон, смотрите. Смотрите, какая она гибкая. Это лыжа. Прям чувствуется, он как пружинит. Играет, блин, играет. Под ногами он чувствуется, играет. Вот следы у лисы до хрена. Ну вот я уже на вырубку вышел. Выхожу из тайги. И вот с утра я прошел в одну сторону. Иду с другой стороны. Прилично прошел по тайге. И бывает спрашивают меня подписчики, почему я не охочусь на куницу. Вот вам ответ, ребят. Нету ни хрена, ни одного следа, ничего нету. Вот такие дела. Белки, куницы. По осени еще белок можно встретить. Ну и если хорошая собака, конечно, может и облаять куницу, но зимой их нету. Птиц, ни одного рябчика тоже не видел сегодня. Фух, благополучно дошли до бурана. Сейчас передохну. Немножко подостыть надо. Спотел жестко, блин. О, до темна. Ну, с этим расчетом и все. Я это организовал, чтобы до темна выйти до бурана. Если клевало, можно было еще посидеть, но клева нету. Хватит сать, тулан, блин. Все обоссано уже, блин. Ну вот. Ух-ух. Так. О.
вот, ребят. Сейчас еще попью чаек. Ну и газку потом. Тулан. Термос еще тоже подостыла. Ну, мешать. Вот такой лысый. Вот кули. Ладно. Все, часа. Садись. Мунца. Сама. Ну что сказать, ребят. Вот такой поход у меня получилось. Поход, рыбалка, отдохнул. Для вас природу поснимал. Половил хариусов, зимних хариусов. Некоторые подписчики просили уже. Давай, Олег, на хариуса сходи. Первая пробная рыбалка. Очень трудовая рыбалка. Потому что, ну, блин, ходить очень тяжело. Много воды на льду. И все время опасность какая-то. Вот все время надо думать, чтобы не провалился. Ну, самая красивая рыбалка это в конце марта, в начале апреля. Тогда уже снег уплотнится, наст будет, на реке снег растает, там лед синим станет. Ну вот тогда, в то время легче и больше можно рыбачить, день длиннее. Вот. Ну, я не азартный рыбак, я любитель. Скажем, вот это уже мне вполне достаточно, и я могу без рыбалки месяц вообще не думать о этой рыбалке. Но, как сказать, по возможности сейчас, конечно же, буду рыбачить, но в основном на ельца. На хариуса пока не знаю, в дальнейшем, когда у меня рыбалка будет. Вот. А на ельца, я думаю, в ближайшее время уже... Даже думаю, поедем на первую избу. По планам, первая изба у меня будет. До первой избы я все время думал, чтобы приехать здесь попробовать порыбачить. И вот я наконец-то здесь порыбачил. Попробовал, понравилось. Как-то вот, блин, новое место зимней рыбалки. Вот я, где сейчас я рыбачил, я там еще не рыбачил зимой. Вот. Не скажу, что очень много рыбы, но все равно процесс. Сам процесс я как бы удовольствие получил от этой рыбалки. И вам, мои зрители, подписчики, гости моего канала, хочу вас отблагодарить за ваши просмотры. Спасибо, что смотрите, ставите лайки. Ну и всего наилучшего, всем хорошего настроения и будьте здоровы. Ждите новые фильмы на Продилкоме. Вот так вот. А и сейчас я допью кипяток, здесь кипяток, и развернусь и поедем домой. Вот такой поход, ребят. Все, пока.
Все, Турлан, все. Все, 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 все. Все, 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 мына. Все. Все, 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 все. Все. Рябчик.